Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух. Я представляю автономию татар района Люблино, города Москвы, являюсь председателем татарской автономии в течение 15 лет. И вот на сегодняшний день, сегодня в штабе татар собираемся председатели автономии татарских города Москвы обсуждать по поводу нагрянувшего на нашу страну, скажем, не только на страну, даже в мир. На самое главное богатство, это главное богатство — человеческая жизнь. Ничего не сравнимо с этим богатством. Если мое отношение, да, сперва было как вот, когда к нам казался далеко Китай, по идее люди думали, что далеко, оказывается, земной шар не так уж и, скажем, глобальный и большой. Когда такая болезнь быстро обхватила все континенты мира. Это самое опасное. Исходя из этого, вот мы обсуждаем сейчас и хотим, чтобы и наша община, и наши земляки поняли, что серьезность вопросов, уже, скажем, критика вот это, да, болезни, шутки оставить в сторону, потому что уже очень много эта болезнь унесло человеческих жизней, это трагедия, это любая трагедия, она чья-то судьба, чьи-то родственники, чьи-то близкие, исходя из этого понимания. И вот сегодня мы хотим довести и обсудить, чтобы отнеслись к этому очень серьезно. Эта болезнь как таковой для нас, вот я являюсь мусульманином, она сейчас нам говорит особое внимание уделять для гигиены. По идее у нас как у мусульман гигиена, она уже с рождения отделяется как бы особое внимание. Мы, если в день молимся 5 раз, мы должны 5 раз на дню делать омовение. Это омовение, это очищение полностью рта, рук, лица, полностью всего тела. И постоянно сторониться, скажем, не только грязи. Грязь — это пыль, бывает, нечистот. Сторониться и всегда держать свое тело, одежду, окружающих в чистоте и свое жилище. И особенно, скажем, да, как бы года 3 тому назад я вот цитировал наш президент Республики Татарстан, Михайловский, сказал: самое богатство — это наш народ. Мы хотим вот это богатство сохранить, опять же, сберечь от этого наводнения, от этой болезни. И чтобы наши люди отнеслись к советам врачей, не шуточней, потому что каждый человек, да, если он должен понять, он потенциальный носитель может быть. Исходя из этого, он должен, во-первых, соблюдать за собой, относиться к генетическим, носить те же маски, которые говорят, также нести, потому что если он не ценит свою жизнь, это его дело. Но когда он находится в обществе, это уже он подвергает жизнь общества, скажем, потенциальной опасности. Исходя из этого, понимать нужно, мы каждый в ответе за всех. Если мы ходим где-то в метро, на работе, рядом с нами чьи-то родственники, чьи-то бабушки, чьи-то сестры, родители, дети. Исходя из этого, нам надо понимать, соблюдать все рекомендации врачей, рекомендации тех же наших, да, скажем там, работников, контролирующих Роспотребнадзор, Роснадзор, также наших представителей наших властей, которые говорят, чтобы поменьше посещать общественные места, немножко себя оставить, скажем, свой досуг. Досуг не в том смысле сократить, нет. Досуг — это значит поменьше ходить в общественные места, клубы, кафе или какие-то еще места. Лучше это досуг проводить в кругу семьи, в кругу близких. Это самое правильное будет. По идее, бывает, говорят, нету худа без добра. Эта болезнь, она как бы, да, дает нам опять же понять, что жизнь, она очень тонка, и она может в любой момент повернуться. Исходя из этого, мы должны понять, какие ценности, приоритеты ценностей. Потому что у нас в последнее время уже немножко приоритеты ценностей жизни изменились. Некоторые, да, там корабли, яхты, футбольные клубы. А в то же время наши периферии, скажем, да, как бы определенное количество людей живут, еле сводят с концами. Этим людям, которые имеют на сегодняшний день, когда мы говорим олигархи, надо понять, что эта жизнь временна, что это богатство с собой не унесем, что в этой жизни надо постараться побольше делать блага,
поддерживать друг друга, где бы они ни были, да, потому что не каждому дано быть олигархом. Это понять надо. И нужно всегда уметь подавать руку помощи, не стесняться благотворительности в хороших делах, тех же, да, строительстве больниц, строительстве, опять же, школ разных, потому что чем больше они будут помогать, преферить детям, школам, эти же дети наше будущее, они же вырастут, они станут академиками, этими же, да, они какие-то профессорами, тоже в медицине, и эти же люди нам окажут, да, не дай бог, какое-то следующее что-то будет, они будут стоять уже на границе с такими болезнями. Так что эта болезнь, она как бы дает, опять же, и звонок всем нам, чтобы мы осознали ценность жизни. Только нематериальных и как бы, да, вот об этом. То, что надо всегда не бояться как бы подавать руку помощи, кто бы ни был, несмотря на сословие людей, и не делить людей сословия. У всех людей кровь одинакового цвета, красная, нету белого, синего. Мы люди одинаковые, да, и как у нас говорят, Бог испытывает, Всевышний испытывает людей разные. Бывает, кому-то дают власть, кому-то деньги. Исходя из этого испытания, это очень, скажем, такое большое испытание. Мало кто людей это испытание выдерживает достойно. Вот это, да, болезнь, она дает людям осознать, что это испытание, богатство и власть, оно временно. И эти богатства нужно использовать для благих дел. Не только для покупки клубов, яхт, для своего досуга, там, да, как бы непонятно, как-то миллиарды выкидывать на какие-то вещи, а лучше эти деньги вкладывать в тех же людей, у которых нет возможности, например. Да, у нас в периферии, тоже в Африке, в том же Китае, это где-то вот вышло. Почему эта болезнь? Она же показывает, скажем, нарыв, это где-то созрел. Почему в Китае она произошло? Потому что Китай погнался, скажем, за большим рублем. У них на сегодняшний день хорошо эта экономика, это да, хорошо, но эта экономика, она какой ценой? У них заводы, да, климат, это же все. Просто нужно разумно отнестись, опять же, к природе. Не ломать природу, как говорят, да, там, природа, она сама может, да, когда мы начинаем уже, как на сегодняшний день у нас была борьба с глобальным потеплением, природа может циркулировать сама себя, но люди, бывает уже, да, из-за жадности, скажем, или что, начинают уже ломать устройство природы. Исходя из этого, к природе надо относиться бережно, потому что все от природы. Природа, она себя всегда циркулирует. И эта же болезнь тоже, наверное, не просто так вышла, да, она как-то, да, из-за чего. Было времена, когда полмира скосила чума, холера, какие болезни были. Исходя из этого, да, вот понимание, что мы живем в этом временном мире, и ценности нужно понимать на жизнь, да, и всегда нужно, это мое мнение, если огромный у людей потенциал деньги, эти деньги не держать в кубышках, не только в футбольных клубах, а вкладывать в нанотехнологии, как сегодня говорят, в промышленность, чтобы мы понимали о завтрашнем дне, чтобы мы могли понять, что наши дети и внуки будут жить хорошо, не надеяться только на нефть и газ, как сегодня, вот, как бы плачевно не слышно было, наше государство, Россия, она, скажем так, как бы это грубо не звучало, все равно является сырьевым государством. Вот мне хотелось бы, да, чтобы понять, что это наше государство не было сырьевым государством, не только нефтью и газом держались, а как бы уже поднимать нашу экономику, скажем, промышленность не за счет нефти, а за счет новых модернизаций, развития промышленности и инноваций. Вот об этом, да. Сегодня вот мы сели, конечно, особые говорят сейчас в зоне риска люди поклонного возраста. У нас всегда говорят, да, как бы это аксакал и наш, скажем, генофонд, это наша история. И мы должны их ценить, потому что все то, что накоплено в этом мире, у них бережется, потому что, исходя из этого, мы должны своих аксакалов, и у нас нет различия ни в цвете, ни в коже. В исламе все мы братья, все мы сестры. У нас, да, как бы мы должны, несмотря на национальность, на вероубеждение, всегда ценить, прислушиваться, не говорить там, да, как бы оставить свои распри, какие-то ссоры и объединиться для того, чтобы эту вот болезнь победить. Вот об этом, да, чтобы осознать, поставить
приоритеты жизненные, которые, да, как бы во главу угла, чтобы понимание было. Вот об этом, да. Наша автономия, она как бы татары, скажем, у нас народ трудящийся, законопослушный, понимает опасности. Мы хотим, чтобы не только понимали, что берегли и помогали другим, и в этот момент могли тем людям, которые будут находиться, да, как бы в зоне опасности, у которых бывает по воле судьбы нету детей или кого-то старики, престарелые они дома, вот, да, как бы за ними. Не закрываться только у себя дома и как бы говорить «моя хата с краю». Нет, этого такого не должно быть. Да, как бы все по воле Всевышнего. Мы должны заниматься благотворительностью, помогать и поддерживать, и в то же время не забывать о гигиене, о медицине и уважать соседей наших всех, чтобы и самому не заразиться, и других как бы не заразить.